Спокойно все. По аквариуму мешают люди, когда ходят. Да ничего мне. Нормально, хорошо. Я просто могу О, здравствуйте. Да ничего страшного. Я думаю, это наши коллеги, они все свои. Мгм. Вот эту вот книгу вчера я обслуживала, женщина приезжала с Каких кем. нету? Только 4 книжки в 22 году. Это 20-й год, вот, и в своем каталоге книг тоже показывает только в Троицко-Печорской библиотеке. Она с Ембой. Она говорит, интересно, у вас как Емби есть или нет? Ну, я обслуживала ее 20-й Она год. когда заполнялась? В 20 году тоже, да? Ну, Носилась. я через Шепельский, я просто потом, я-то знаю, Когда как, она каким поступила? образом. Ну, без задержек, я думаю, 20-й, 21-й. Вот, и это получается, что даже нет, не то, что в краеведческом, в сводном каталоге книг. Вот я заметила эту разницу. Если, например, в каталоге книг есть, в краеведческом может отсутствовать, да. А тут и в каталоге Надо книг разбираться с нет. одним Да, Я вот. И хорошо, я знаю, что можно посмотреть в каталоге отдельных библиотек. Я уже вышла туда. Не все коллеги знают. Поэтому вот так вот. Я говорю, да, есть у вас единственный экземпляр. То есть ежедневно при обслуживании вот эти проблемы. буду всегда. Да. Всегда. Ну, для этого у нас решается потихоньку, Да, насколько я сейчас об этом поняла. скажем, да? Так, ну, осталось несколько минут. Коллеги у нас все дисциплинированные. Сегодня будем разбирать разбор ошибок. Ага. Потом вот эту предметизацию использования. В прошлом вебинаре не все поняли 606 поле использования ошибок. Психоаналитики или нет? Только, да, только библиографы. Так что мы работаем только с библиографом, с книгами, с работой каталогизатора. Какие у нас связи то все пишут? Свечиваться. Стас, да. Мгм. Да. Все пишут просто. Слишком А, узенько. да. Мгм. Как сконцентрироваться? Так. Стас, я ведь не буду спрашивать, да, что слышно меня хорошо, не слышно, вы сами это регулируете, да? Чтобы на это время не тратить уже. Так хорошо, да? Не выходя с рабочего места можно, да? Людям не надо ехать, конечно. Класс. Мгм. Очень. Почему же вообще не все лучше? Ну, конечно, да, но всё равно хотя бы вот всё равно же. Машины некоторые люди ехали издалека. Нет, всё-таки на сколько человек включилось.
Мгм. Начинаем, да? Начинаем, да? Добрый день, уважаемые библиографы. Мы начинаем очередной вебинар в рамках проекта «Библия Экспресс. Знания с доставкой на дом». Сегодня в программе Мгм. В программе нашего вебинара «Технические проблемы каталога», план на 2022 год, методика использования 606 поля, разбор ошибок, это анализ ваших библиографических записей и ответы на вопросы, которые поступили заранее при подготовке к вебинару. И будет возможность и будет возможность у меня ответить на ваши вопросы, которые возникнут в ходе работы нашего вебинара. Сейчас я начинаю наш вебинар не одна. Перед вами программист наших сводных каталогов Ксения Ивановна Габова. Я представляю, она рядом со мной находится. Почему возникла необходимость пригласить Ксению Ивановну, вы знаете, конечно же, и вопросы от вас тоже поступали, почему не видны библиографические записи с августа 2021 года, но и не только ваши записи библиографов, но не видны записи и книг, не видны записи и не только в краеведческом каталоге, но и в целом сводном каталоге книг. И Ксения Ивановна нам расскажет об этой ситуации и что мы предпринимаем, какие меры будут предприняты по решению вот этой данной серьезной проблемы. Ксения Ивановна, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Да, на сегодняшний день существует проблема со сводными каталогами. Что в последнее время творится? После последнего обновления произошел сбой. Значит, с 2022 года, как обновился сборщик, это отдельная программа, которая собирает записи в единую запись, в идеале, да, должна собирать в сводном каталоге. Произошел технический сбой, действительно, после обновления не состыкуется сам сборщик с операционной системой АПАКа. Встал вопрос переходить на новую операционную систему, эта проблема решается. Примерная дата, точнее время перехода на новую операционную систему – это май 2022 года. То есть, ну, конечно же, вам это будет незаметно, это технические вопросы, которые, в принципе, не должны касаться, да, сотрудников, библиографов, ну и каталогизаторов в целом. Значит, но такая проблема будет постоянно, потому что сборщик, который написан, ну, в те давние времена, да, не совсем идеально работает. Что в нем не так? Он очень чувствителен к различным символам. Например, вы при заполнении каких-то, ну, заполнении полей, например, копируете аннотацию, да, либо что-то еще, и можете скопировать неправильные символы. Ну, неважно, там откуда, там, с интернет-странички, там, с Word, он не пропускает эти символы, сам сборщик, это первый момент. Поэтому что рекомендуется делать, да, пока у нас такая ситуация, и сборщик работает таким образом, не копировать никакие данные, да, а что делать? Вводить от руки, либо прежде чем скопировать, поместить их в Word и включить непечатанные символы. Я надеюсь, что все это знают. Значит, АПАК наш пропускает только пробел, такая обычная точечка, да, в непечатанных символах. Это первый момент. Второй момент, что не пропускает сборщик. Это слишком длинные поля. 327 поле, 330 не зря являются повторяющимся в АИПС.
в системе. Поэтому, когда мы так много-много-много символов заполняем, он эти записи отвергает. Ну и, конечно, существуют отдельные моменты, каждый момент нам нужно отдельно разбираться. И такая проблема будет постоянно возникать. Постоянно, абсолютно. Почему? Потому что изначально мы так сложились. Изображение тоже. Изображение тоже. Ага. Изображение – это другой вопрос, это никакого отношения это не имеет к сводному каталогу или по сводному каталогу именно изображение. Ну, в общем, такая проблема будет постоянно повторяться, и нужно с каждым случаем разбираться отдельно, почему запись сборщик не пропустил ту или иную. Потому что мы ведем сводный каталог от частного к общему. То есть, понимаете, да, мы частный каталог каждый свой ведем, и каждую ночь собирается запись в единую целую в сводном каталоге. Какое же решение проблемы? Вообще нам нужно каталог вести наоборот, от общего к частному. То есть мы все работаем в единой базе данных. И что касается книг, книги будут что делать? Перетекать, да, в частные базы данных каждую ночь, то есть аналогично как бы сводному каталогу, сборщику сводного каталога. Что касается периодики и статей. Конечно же, было принято решение в 2022 году периодику и статьи базы данных объединить. Значит, уже началась работа по объединению базы данных периодика, она будет единая. Всем как бы читательским входом, если, может быть, вы заметили уже, да, добавлена эта база данных периодика Республики, периодика до Республики Коми. Значит, Инта и Карткирос уже начали работу по переходу на эту периодику, ну, в смысле, на единую базу данных. Сыктывкарская ЦБС будет вот на следующей неделе будут связываться, проводить обучение. Ну и так постепенно все абсолютно ЦБСки перейдут на единую базу данных периодика. Конечно же, у нас большинство статей, аналитических записей из периодических изданий. И, конечно же, логично сделать единую базу статей. И в мае, после того, как мы перейдем на новую операционную систему, да, чтобы не было проблемы со сборщиком, который на сегодняшний день должен работать, мы будем объединять базу данных статей тоже в единую базу данных. Это будет происходить постепенно, чтобы не было такого какого-то ажиотажа. То есть постепенно будет каждая библиотека сливаться в единую базу данных статей. В этой же базе данных будут статьи из Марса по проекту Арбикон. То есть и читателю будет доступен весь массив данных. Что еще будет происходить? Автоматически каждую ночь будет работать также программа, которая будет привязывать аналитическую запись с источником записи, то есть периодическим изданием, самостоятельно. То есть это будет происходить не в ручном режиме, да, а в автоматическом. То есть аналитическая запись будет видна, местонахождение источника, ссылочка будет отображаться, при переходе мы сразу переходим на периодическое издание. Что касается аналитических записей из сборников, будет просто отображаться местонахождение, который является фондодержателем данного источника. Так что такая вот нас ждет, да, такая ситуация. Периодика будет единой, статьи тоже будут единой. В будущем и книги должны быть в единой базе данных. И тогда проблем со сводным каталогом уже не будет, какие есть на сегодняшний момент. Книжка не попадает по тем причинам. Многие записи, которые были сконвертированы с Ирбиса, тоже не попадают. Там маркер не тот, индикаторы не те. Сборщик их просто отвергает. Это нужно и записи править. Ну, в общем, много всяких нюансов есть, и с каждым нюансом нужно разбираться, что в отдельности. У меня все. Если есть какие-то вопросы, вы напишите в чате. Можете написать мне в техподдержку. Это левый верхний угол, да, АПА Global. Так что... Либо при завершении вебинара там тоже можно написать в карте обратной связи. Да, да, то есть если вас что-то там смущает, пугает, еще вдруг что-то база будет единой, как бы не сказала, что такой нюанс. База будет единой, но с разграничением прав пользователя. Да? То есть вы будете редактировать только свои записи, чужие записи вы редактировать, конечно же, не сможете. То есть все будет разграничено по правам. Записи, созданные, наверное, составителями учреждения библиографии. Да, я это имела в виду, потому что меня поняли. Вопросов пока не видно, да? Ксения Ивановна, большое спасибо, так подробно все рассказали. Коллеги, мы продолжаем, так что у вас спасибо, да. Продолжаем. Программа вебинара составлена
на основе пожеланий прошлого вебинара. Помните, мы в октябре, в конце октября проводили вебинар, были пожелания, и полностью при подготовке вот программы сегодняшнего вебинара я учла все ваши пожелания и составила именно с учетом этого программу сегодняшнего дня. Итак, план на 2022 год. Конечно же, всегда интересно, как работает сосед, да, работает ли меньше, работает ли больше. Вот, и составила такую таблицу. Думаю, что вам на экранах она видна. Но когда такая просьба поступила, как же обстоит дело в других ЦБС, сколько запланировано, сколько сотрудников работает над нашим проектом. Я напомню, что сводный электронный краеведческий каталог – это главный краеведческий библиографический ресурс в Республике Коми. Ему уделяется большое внимание и, конечно же, работа над качеством, а не только над количеством. Вот это главное. Но все-таки количество тоже интересует. Поэтому, пожалуйста, вот перед вами вот такая таблица. Как мы видим, более всего у нас у Печорской ЦБС 800 библиографических записей. Ну, там работает 2 составителя. Мы видим, конечно же, и совсем небольшое количество. Вот у вас перед вами, например, на экране библиотека Брайля, 15 записей на год. Но стоит учитывать, там один составитель. Это не основная работа библиографа. В библиотеке Брайля всего 6, все 6 специалистов работают с инвалидами. И поэтому за ними закреплена газета такого небольшого объема, газета «Вера». Да? И мы рады, что даже вот при таких условиях библиотека Брайля у нас принимает участие в нашем проекте. Краеведческий материал из газеты «Вера», а там, конечно, краеведческого не так много, все-таки в нашем каталоге находит отражение краеведческий материал. Ну, Вуктыльская 160 записей в год, Ижемская 200, Интинская 420, ну, там 4 составителя, Книжпогосская 500. Вот это количество записей. Ну я дальше продолжу. Кайгородская 640, Каткировская 107. Ну вот все увидели уже, наверное, да, сколько у кого записей. Вот меня беспокоит, например, план на 2022 год у Усть-Куломской ЦБС 140 записей. Я напомню, что по рекомендациям и Российской национальной библиотеки, и по деятельности вообще в целом, по краеведческой деятельности, ведение краеведческого каталога относится к базовым. Таблицы не видно. Пришлю, да, пришлю на почту обязательно. Вот я вижу, что в чате мне пришло сообщение, да, что таблицы не видно. Ну, я так тогда озвучу. Скажем, беспокоит меня ситуация с Усть-Куломской ЦБС. 140 записей на год. При том, что задача у нас, задача, она стоит уже несколько лет, да, с 2017 года. Нам поставлена задача все-таки отражать в каталоге статьи из газет с 2008 года. У Усть-Куломской ЦБС очень много долгов. Там нет и 2000, скажем, я по памяти говорю, 2013-го они больше знают, сколько у них долгов. 2014-го все по каким-то кусочкам. 17-й год не до конца расписан, 18-й не до конца, 19-й. Вот, долги накапливаются. На этот год тоже только текущая роспись. То есть роспись за 2022 год. Все долги остаются. И при планировании работы, конечно же, необходимо учитывать, да, что
нужно заниматься сначала базовыми вещами, каталог – это базовая деятельность, а потом уже всеми другими направлениями. Нужно ставить эту проблему перед руководством. Обучаться, конечно же, это долго, да, но все-таки, да, не стоит. Эти долги у вас будут накапливаться, будут, поэтому их надо решать. Перейду к следующему слайду. Вот у меня задача оформлена, да. Вот эта задача при ежегодном планировании, она должна находить отражение в ваших годовых планах. Любой каталог ценен тем, что он дает гарантию. Не просто, что хаотичный набор каких-то записей отражен, да, в каталоге, но и гарантия того, что полнота росписи за определенный период. Сейчас вот этой гарантии в нашем краеведческом каталоге нет. У какой-то библиотеки, да, полностью. Скажем, я знаю, что у Каркировской ЦБС полнота отражения за 2008 год и по настоящее время. У других библиотек, ну, их крайне мало. Крайне мало. У всех есть долги. У всех есть. И поэтому, конечно же, нужно эту задачу стремиться выполнять. Не надо откладывать на следующие, на будущие периоды. Отложите подготовку, скажем, указателей, если у вас нет, скажем, кадров. Кадры ушли, кадры уволились. Делайте пока основное. Каталог – это основное. Указатели по по закрепленным документам, это все-таки факультативные продукты, которые по мере возможности, есть время, они выполняются. А каталог, он должен быть первоочередной задачей. Итак, что касается плана на 2022 год, думаю, что понятно. Если есть необходимость еще цифры озвучить, я могу перейти на вот 2 слайда назад и озвучить еще другие цифры. Итак, 606-е поле. Была просьба, и почему мы и организовали тему вебинара, подробнее рассказать про 606-е поле. Да, действительно, в нашем каталоге это новое направление. Тематическая предметная рубрика, использование тематической предметной рубрики. Основная цель. Если мы раньше раскрывали содержание с помощью ключевых слов, вы, библиографы, все работаете уже давно и знаете ключевые слова. Это 610-е поле, основное поле, с помощью которого мы раскрываем содержание документа, так называемую тему, что мы ищем читателям, либо читатели ищут по определенной теме с использованием ключевых слов. 606-е поле, предметная рубрика. С прошлого года у нас поиск из 606-го поля и 610-го объединен. Поэтому даже если вы не видите в поле ключевые слова определенной темы, это вовсе не означает, что эта тема не будет найдена. Если библиограф хорошо сработал и использовал 606-е поле при наличии, конечно же, авторитетной записи необходимой, то читатель по этой теме информацию найдет. Вот на слайде вы видите, вот я обозначила как 2 направления внедрения. Широко в библиотеках республики мы еще не внедряем. Авторитетные записи создает только пока Национальная библиотека Республики Коми, поскольку все еще у нас в работе подготовка инструкции. Прежде чем внедрять среди вас, специалистов-библиографов, должна быть подготовлена методологическая база. Инструкция – дело сложное, готовится долго, и поэтому
Мы будем еще обсуждать, общие решения принимать с руководством. Возможно, авторитетные записи будут создаваться только Национальной библиотекой Республики Коми, поскольку есть такая угроза, что могут появиться ошибки и в авторитетных записях, какие есть ошибки, скажем, в ключевых словах у составителей краеведческого каталога. Итак, вот на экране вам видно, что основная цель все-таки внедрение 606 поля, вообще блока 6, да, это ведь и 600-е поле персоналии, имя лица, и коллективы, организации, мероприятия, 601-е поле, и весь шестой блок, да, и 607-я географическая рубрика, и заглавие книг, 605-е поле, ну, шестой блок. Это, конечно же, основная цель – терминологический контроль, поскольку именно авторитетная запись, она позволяет избегать ошибок, позволяет различных трактовок того или иного термина, предмета. Поэтому это, конечно, дело за будущим. Ключевые слова пока нами используются, но это будет дело прошлого. Итак, да, вот точность и недвусмысленность в словаре предметных рубрик. Именно за счет ввода в дополнительные поля авторитетной записи синонимов, близких по значению слов. Итак, какие же бывают тематические предметные рубрики? Я постаралась взять именно те примеры, которые уже есть в нашей базе авторитетный файл Республики Коми. Тематическая предметная рубрика. Она раскрывает содержание документа статьи с вариантными точками доступа и выступает в качестве предмета. Это так называемый предмет, да, предмет. Название объекта. Автомобильный транспорт – это объект, поэтому может выступать, да, в качестве предмета. Далее, в качестве предмета могут выступать и названия этнических групп, например, коми – народ, да. Здесь вы видите на экране, кстати, есть и подзаголовки, да, тематический подзаголовок «История». Очень внимательно надо смотреть эти тематические подзаголовки при выборе авторитетного файла. Да, вышлют, конечно же, обязательно после вебинара. Вижу ваше сообщение. Если это не касается истории коми народа, конечно же, использовать не следует в 606 поле данный авторитетный файл. Вы знаете, что в коми есть еще этнические группы. Вот сразу приходит на память комиженцы. Но комиженцы нет пока в авторитетном файле Республики Коми. Поэтому, если это касается комиженцев, то тогда, в 606 авторитетного файла нет, тогда, конечно, используется 610 поле для раскрытия содержания, да? Только с маленькой буквы. Я напомню, что 606 поле вы не заносите вручную, а только выбираете из авторитетного файла, из базы данных авторитетный файл Республики Коми. Ни в коем случае не заносите вручную, как, например, заносите вручную в 610 поле. Что еще может выступать в качестве предмета? Различные технологические процессы. Вот смотрите, дорожное строительство, да? Технологический процесс. Что еще может быть? Ремонт дорог, да? Кстати, вот правильная авторитетная запись, она будет уже содержать как синоним в дополнительном поле ремонт дорог. Да? Названия продуктов тоже могут выступать. Да? Здесь в данном случае нефть. Название абстрактных понятий. Например, национальный вопрос.
да, вот в качестве примера. Здесь у меня ниже еще рождаемость, здоровье населения, там, здоровье детей, здоровье подростков. Это тоже абстрактные понятия. Но вот то, что ниже вот, у меня размещено на слайде, рождаемость, здоровье населения, нет пока авторитетных записей. Мы только-только, вот, ну, может быть, 2 года еще, и то параллельно ведем и другие работы. Поэтому пока вот таких терминов у нас пока нет в базе данных авторитетный файл. Но национальный вопрос уже есть. И, кстати, подзаголовок тоже обязательно нужно на подзаголовок. Мы здесь видим в абстрактном понятии национальный вопрос, мы видим подзаголовок, географический подзаголовок Коми Республика. Тоже нужно обращать внимание. Не просто национальный вопрос, а географический подзаголовок, он должен быть. И мы можем для краеведческих статей, статей краеведческого характера, использовать авторитетные записи вообще в блоке 6, только имеющие географический подзаголовок, связанный с Коми Республикой. Бывают и более частные, например, Усть-Куломский район, Капкировский район, да, географический подзаголовок. Вот, если это касается вашего района, и если есть с географическим подзаголовком конкретным вашего района, конечно же, вам надо не более общий выбирать с Коми Республикой, а именно вашего района. Но при отсутствии, да, то правильным будет и с общим географическим подзаголовком Коми Республика. В качестве предмета могут выступать и названия исторических событий, например, Великая Отечественная война. Верхний, кстати, с географическим подзаголовком, верхний пример у меня с географическим подзаголовком Печора. Это если касается вашей территории. Да? Как пример еще здесь приведен у меня на слайде «Гражданская война и интервенция в СССР». Есть у нас уже такая запись, предметная рубрика, географический подзаголовок «Коми-край». Поскольку период гражданской войны у нас относился тогда не к Коми СССР, не к республике Коми, а Коми-край. Кто помнит у нас хронологию нашего административно-территориального деления. В качестве предмета могут выступать и названия научных дисциплин и их отраслей. Ну, в частности, вот, если публикация посвящена истории нефтяной промышленности, то можно смело брать, потому что авторитетная запись есть. Нефтяная промышленность. И здесь есть еще и тематический подзаголовок «История». Но, конечно же, если современный период нефтяной промышленности, есть и более общие. Тогда выбирается более общая тематическая предметная рубрика уже без тематического подзаголовка. Либо здравоохранение, да, тоже научная дисциплина, отрасль. В качестве предмета могут выступать и отдельные группы предметов, объединяемые по общим признакам. Например, медицинские работники, медицинские учреждения. Вот мы видим, второй пример у меня касается Усинска. Есть уже авторитетная запись. Если вы каталогизируете, создаете библиографическую запись на статью, касающуюся Усинска, медицинских учреждений, то, пожалуйста, выбирайте вот эту адекватную предметную рубрику. Либо школы общеобразовательные, вот третий пример. И вот таких групп предметов, объединяемых по общим признакам, их достаточно много. Что еще может выступать в качестве предмета? Ну вот нечто целое, скажем, материальные предметы в целом, явления в целом, процессы в целом. Например, памятники истории и культуры, конкурсы педагогического мастерства, национальные проекты тоже, да? Итак, немного подведем, да, подведем некоторые итоги. Итак, раскрытие содержания статьи
у вас должно сочетаться с обязательным использованием тематической предметной рубрики. Переходить к 610 полю нужно только после отработки 606 поля. Вот вы ведь умеете составлять уже ключевые слова. И когда вы каталогизируете, создаете библиографическую запись, у вас перед вами лист бумаги. Вы раскрыли содержание, не просто вбили, а я всегда рекомендую сначала на бумаге раскрыть содержание. Вот, да, основные предметы выделили. Отработайте сначала 606 поле, и только при отсутствии все необходимое содержание, да, вы отработали, посмотрели, при наличии вы связали, и только потом, если видите, что отсутствуют необходимые, и только потом, после этого вы переходите к 610 полю, ключевым словам. Я напомню, на прошлом вебинаре, кстати, я говорила, что ни в коем случае мы не дублируем одинаковые понятия в 606 поле и в 610 полях. Ни в коем случае. Если вы видите, что национальные проекты, у вас статья посвящена национальным проектам, вы связали в 606, нет необходимости дублировать и в 610 поле. Итак, по 606 полю, думаю, что все понятно, да? Какие термины, как выбирается предмет. Я перехожу, хочется поднять этот вопрос, поскольку нынешняя внешнеполитическая ситуация, она тоже требует от меня, наверное, обратить внимание, ваше внимание, внимание библиографов на некоторые ресурсы, которые следует исключить. Необходимо исключить, я не просто рекомендую, а прошу исключить использование Википедии, поскольку там и антироссийские тексты появились, в том числе и когда мы изучаем содержание документа, и необходимо нам свериться с какими-то понятиями. Я сама тоже обратила внимание, поэтому мы исключаем использование Википедии. Что я рекомендую? Официальные сайты наших министерств, точное в соответствии с официальными документами, формулирование географических рубрик, ключевых слов, текстов, аннотаций. Я сейчас подробнее расскажу. Потому что и от вас вопросы возникали. Мы все помним обращение президента и знаем, что Российская Федерация, она признала и Луганскую Народную Республику, и Донецкую Народную Республику. И, конечно же, будет это не просто грубой ошибкой, а и, может быть, повлечь какие-то последствия, если в тексте аннотации у вас будет написано, скажем, Луганская Народная Республика Украины, да? Это народные республики, они признаны Российской Федерацией. Поэтому Википедию исключаем, официальные документы, да, используем. Документы министерств Российской Федерации, министерств Республики Коми, даже что касается, скажем, проведения специальных военных операций. Мы знаем, что тексты пошли у нас в районных газетах, и далее будут у нас и запросы, как были запросы, когда у нас была афганская война, были вооруженные конфликты в Чечне, и достаточно много мы справок выполняли, и сейчас это все тоже будет. В 610 поле мы выбираем в данном случае то, что сейчас у нас проводится специальная военная операция. Ключевое слово «специальные военные операции». Не спецоперации, не военные операции. Расшифровываем полностью специальные военные операции. В 606 поле пока нет авторитетной записи на данную операцию, потому что вы знаете, что на вот такие исторические события
необходим хронологический подзаголовок. Мы не знаем пока еще, сколько продлится данная специальная военная операция. Не можем пока ни тире поставить, да, 2022 там тире. Необходимо пройти какой-то период, должен пройти какой-то период. Поэтому пока используем 610-е поле. 607-м, конечно же, Донецкая Народная Республика. Какие могут быть тексты аннотаций? Мы знаем, что уже в районных газетах пошли, да, публикации. Вот я составила примерно вот такие тексты, какие можно, да, использовать, какие, чтобы у вас не было затруднений, как, да, как сформулировать. Вот жирным выделила, скажем, военнослужащим, можно в круглых скобочках взять село такое-то, запятая, район, да, погибшим в таком-то году, в 2022 году, да, мы говорим, при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Либо об уроженце села такого-то района, участники специальной военной операции на Украине, погибшим при исполнении воинского долга в таком-то году. Вот это наши рекомендации примерно, да, как вот составить, чтобы было и правильно, и учтено, и учтены наши официальные документы, официальные материалы. Перейдем к разбору ошибок. Ошибок очень много. Я даже огорчена, не просто огорчена, хочется сказать, что в самом начале, прежде чем мы перейдем к разбору ошибок, казалось бы, все работают уже давно, но вот эта небрежность в работе, как еще мне назвать? Халатность, небрежность. Ну, какие слова можно еще подобрать? Ну, вот пока только два приходят: небрежность и халатность. Вот смотрите, сведения об авторе всегда заносятся в первые сведения об ответственности. Это уже такие, знаете, очевидные слова я говорю, да, но они до сих пор продолжают быть у нас среди библиографических записей нашего каталога. Вот, здесь даже видно, да, не знаю, вот я мышей проведу, там видно или нет, пишите. Вот смотрите, тут даже, когда вы смотрите на просмотре, да, вот на просмотре каталога, на экране каталога, даже вот эта ошибка, она должна вам броситься в глаза. Точка с запятой, ведь так быть не должно, и это неправильно. Но запись, уровень ставится полный, все, библиограф переходит к следующей записи. Считает, что задачу свою выполнил. Не знаю, что считает. Я напоминаю, чтобы вот не было вот такого безобразия, что для каждых сведений есть свое поле и есть свое подполе, и это нужно соблюдать. В инструкции тоже все это подробно написано, и все это давно уже изучено. Антонина Микушева, автор. Получается, что сведения необходимо занести в 200-е поле $F, да, первые сведения об ответственности, и у вас все пойдет правильно. Косая черта, конечно же, будет, да, а не точка с запятой. Далее, вот стрелочкой я поставила, подписано. Это новое поле, да, примечание. Я имею в виду поле новое для библиографической записи, но не новое поле для библиографа. Подписано, да? Это заносится в 300-е поле примечание, то, что используется для каких-то пояснений для читателя. Так вот, мы же все помним, что первое слово в каждой области описания начинается с заглавной буквы, с большой буквы. Почему здесь подписано с маленькой? А вот что последующее в этой области, конечно же, с маленькой должно быть. Вот как пример, да, вот смотрите, подписано в 300-м с большой, да, с заглавной, снимок ЯСС. Вот, уже дальше продолжаем с маленькой буквы. Вот, на это обращаем внимание. Далее, 330-е поле. Вот смотрите, что здесь только
библиограф здесь вместил все, что посчитал нужным, отредактировать забыл. О встрече журналистов газеты «Йолага» с учащимися 4 класса школы номер 15 на базе Центра досуга «Лира» в Верхней Максаковке в рамках программы «Знаю язык и ПДД» в 2019 году в Сыктывкаре. Вот даже если вот мы читаем, мы видим, что аннотация не отредактирована полностью. География Верхняя Максаковка там, и в 2019 году в Сыктывкаре там, и на базе Центра досуга. Ничего не отработано, ничего, и не отредактировано. Насколько важно, что на базе Центра досуга, если Центр досуга был организатором этой встречи, нужно, значит, это написать в аннотации, да? Организатор Центр досуга «Лира». Но Верхняя Максаковка в этом месте, Сыктывкар в этом месте, в году в этом месте, это полностью не отработано, и, конечно же, такое не вызывает доверия. Я, например, ничего не поняла из этой аннотации. Должно быть отредактировано. Далее переходим. Да, я буду идти в порядке увеличения полей, да, цифровых обозначений полей. 330 прошли, теперь 461 поле. Стрелочками. Вот, смотрите, 461 поле неправильно занесли, не занесли туда название газеты, да, а занесли вместо названия газеты год, 2021 год. И что мы видим на экране, на просмотре? Мы видим, что публикация была в каком-то издании, которое было издано под названием 2021. Я впервые вижу такое название периодического издания. Да? И если мы будем искать в сочетании из такой-то газеты за такой-то год по теме, эта информация, это потеряна. Это потеряно навсегда. Это не... Я приведу еще пример. Вот, скажем, «Знамя-знамя». Да? Тоже мы на просмотре видим, что вот стихотворение было опубликовано «Знамя-знамя», хотя газета, периодическое издание называется «Знамя труда». Я потом вам покажу, как необходимо. Хотя я уже писала подробные письма, да, каким образом. Либо мы видим, вот, пожалуйста, новое какое-то название Печорского района называется, да, 2 косые черты, да, и текст опубликован в газете Печорского района. Либо Печорский район мы видим, еще тоже ошибка. Конечно же, Печорское время, да, должно быть. В 461 поле библиограф неправильно занес, да. Это тоже потеря. Это тоже, если мы будем искать в сочетании с заглавием источника, да, и ключевых слов, либо по всем другим параметрам. Параметров поиска очень много, вы сами знаете, в области поиска достаточно много у нас возможностей, да, сочетать, либо мы хотим знать, сколько же из газеты «Печорское время» статей. Вот эти статьи уже пропадут. Да? Такого быть не должно. Либо вот, пожалуйста, вот еще мы видим пример. Тоже можно подумать, нет видео, да, от пользователя. Ну, думаю, что у кого вот сейчас сбой произошел, да, по чату мне пришло, что нет видео. У кого сбой произошел, я думаю, что у нас программисты, они ведут запись, видеозапись, поэтому, пожалуйста, напомните по электронной почте, и мы вышлем, когда будет готово, конечно, видео. Вот, следующее. Индикаторы ни в коем случае не меняем. Не меняем. То есть все уже настроено. Вот это вот перегруз, да, словаря программы. Здесь должно быть у вас только «Наша жизнь», например, и «Республика». Это база Сыктывдинская ЦБС. А что мы здесь видим? 22 июля, номер 29, 23 декабря, там 24 февраля. Тоже я посмотрела. Вроде бы, да, в 461 все правильно, там ничего не перепутано. Но перепутано в 463 поле. Пожалуйста, не меняйте индикаторы. Программистам все уже настроено. Почему здесь возникла эта ошибка?
Потому что библиограф в индикаторе 1 поставил значение 1, и он поставил заглавие «является точкой доступа». Нет, дата в 463 поле должна иметь значение 0, индикатор 1. В 463 поле. Да? Я перейду, кстати, прежде чем перейти к следующему полю, к разбору ошибок, я напомню, каким образом вы должны осуществлять словарный контроль. Область поиска, заглавие источника. Справа словарь. Вы заходите туда, и у вас должно быть только заглавие вашего периодического издания. Все другие лишние словарные строки означают, что вы где-то ошиблись, да? Необходимо зайти, да, в эти записи и поправить. Перейдем к следующему. 463, 330, 610. Вот смотрите. Усть-Илимская ЦБС. Недели 2 назад или 1,5, да, недели 2 назад я потратила где-то 3,5 часа своего рабочего времени просто на то, чтобы обучить специалиста, библиографа ЦБС всем новым изменениям. Мы также делали разбор, да, анализ, исправляли по телефону, по громкой связи, по телефону записи, созданные, ну, скажем, вот после долгого выхода из отпуска, да, специалист был в отпуске. И что я вижу? Спустя 2 недели все записи, ошибки остались на прежнем уровне, записи не поправлены, все остается так же. Куда уходит мое время? Почему специалист библиотеки не выполняет положение о сводном электронном краеведческом каталоге? Я напомню, что ошибки необходимо исправлять в соответствии с положением о краеведческом каталоге, необходимо исправлять в течение 6 дней. Вот смотрите, на экране перед вами Красная Печора, да, источник, где эта публикация, 2022 год, 11 августа. А мы почему читателя обманываем? Дата неверная. Сегодня у нас 19 апреля. Почему 11 августа? И на это в рамках вот такого телефонного обучения, да, там 1,5 часа мы по громкой связи прямо пошагово обучались, исправляли ошибки. А результат тот же, да. Там были, кстати, еще ошибки вот в этой публикации. Вот этот текст, он полностью состоял из стихотворений поэта, да. То есть здесь и ошибка в авторе, заглавие только правильное, да и то многоточие было пропущено, да. Дата неверная, да и ключевые слова. Речь там не о литературных клубах, да, не о литературном краеведении и что это литературные страницы, местные поэты, что это такое, да. Там просто были стихотворения поэта местного, да. Поэтому, конечно же, поэтические произведения, какая тема малой родины, ну и так далее. Все это подробно мы с сотрудником, с библиографом обговаривали, да, и исправления должны были внестись в течение 6 дней. Результат все тот же. Читателя обманули. Так, переходим к 610 полю. Смотрите, и грамматические ошибки, и неверная формулировка, спаритыванные комплексы. И не просто на прошлом вебинаре, а на всех других прошедших семинарах, когда вы еще очно к нам приезжали на учебу, мы говорили, как важно избегать вот этих грамматических ошибок, потому что это все влияет на поиск, на результат поиска. Это, это же потеря информации, да? Вот эти вот грамматические ошибки, вот, не знаю, видно вам? Ну,
По чату пишите, да? Спортивные школы. Что за спортивные, да, школы? Либо спортивнее школы. Также и неверная формулировка, да. Неверная формулировка. Что это спорт в районе? Что подразумевается? А еще и спортивная олимпиада. Мы знаем, что ключевые слова мы составляем во множественном числе, да? Спортивная олимпиада тогда. И спорт в районе тоже. а, Достаточно оставить тогда спорт. Но хотя спорт тоже нужно избегать. Это слишком общая формулировка. То есть тоже прорабатываем, смотрим. Кстати, как для примера я привела, но если вы не видите свои ключевые слова, это вовсе не означает, что у вас все правильно. Это просто в качестве примера. Вам всем нужно посмотреть. И я прошу это уже на каждом вебинаре, на каждом семинаре, но результат остается прежним. Вот. Смотрим. Вопросы. Вопросы чего? Всегда в ключевых словах тоже должны быть конкретные, да? Вопросы воспитания, да? То есть вот это ключевое слово должно отвечать на вопрос. Вопросы чего? Просто вопросы — это ошибочно оставлять. Либо и грамматические тоже ошибки. Востребованные у нас пишется не с двумя «с», а также и субъективность. Востребованные профессии. Ну, наверное, эта публикация была посвящена, наверное, журналистам. Написал, что эта профессия востребованная или еще, да, дополнительно что-то. Ну, библиограф, он не должен быть субъективным, в отличие от журналиста. Может быть, журналист, да, свое мнение может высказать, хотя тоже, да, это тоже спорно. Здесь необходимо просто вот эту субъективность у себя ну, отстранять. Далее, вот 610 поле. а, Ремонтирование дорог. Устойчивое словосочетание, конечно же, ремонт дорог. Да? Ремонт дорог. Асфальтирование дорог — это слишком частное. Нужно избегать тоже вот этих лишних терминов. И еще, вот здесь я в ключевых словах вижу национальные проекты. Конечно же, если бы библиограф полностью отработал 606 поле, то, что мы сейчас обговаривали, да, до вот этих слайдов, то здесь на просмотре уже бы не было. Но когда читатель будет искать по полю в поисковом выражении ключевые слова, он найдет эту информацию. Поэтому вот я тоже вижу, да. Поэтому, конечно же, ремонт дорог, да, не ремонтирование дорог. Далее, вот лишние термины. Статья посвящена была концерту, да, концерту в музыкальной школе. Сколько мы видим, вот тут еще и грамматические ошибки, сколько «н», 3 «н» в русском языке не принято писать. Торжественные мероприятия пишутся с 2 «н». И раз, два, да, 3. Ну, слава богу, что не 4 и не 5, да. Тоже на просмотре библиограф просто не перепроверил. Культура тоже. Нужно избегать этих лишних терминов. Вы перегружаете словарь программы. Речь. Разве о струнных инструментах? Здесь главный предмет был музыкальная школа и концерт. Ну, еще и финансовой помощи, да, вот, благодаря чему русский оркестр смог организовать концерт в музыкальной школе такого-то района, да. Вот. Но речь не о струнных инструментах, даже если там просто идет упоминание, что оркестром, струнных инструментов. Нет, когда вот мы будем искать про струнные инструменты, да, вот эта запись, она действительно будет лишняя. Нет, конечно, нужно правильно выбирать ключевые слова, правильно определять предмет. Очень точно, не надо много. Они должны быть очень точными и конкретными. Либо вот еще, тут вообще отсутствуют ключевые слова.
уровень записи уже полный, да? Почему отсутствуют ключевые слова? И уже по поиску мы не сможем найти. Это Сыктывдинская ЦБС. А, Подведу итоги. Итак, 606 поле используем, отрабатываем, ведем поиск, да, полностью. Кстати, почему я обращаю внимание на национальные проекты? Об этом будут писать. Будут писать и диссертации, будут писать и курсовые работы. Я сама работаю часто с читателями и выполняю запросы читателей и справки. Я знаю, что как сейчас ищут информацию, скажем, о всесоюзных комсомольских стройках, которые были, вы знаете, у нас 4 комсомольские стройки были в Республике Коми. Как эту информацию ищут, пишут диссертации. Ищут информацию о реализации, скажем, национального проекта здравоохранения, который реализуется в рамках национального проекта. Да? Информацию эту уже ищут. И будут искать и позднее. Поэтому я уделяю этому внимание. И, пожалуйста, не пропускайте данные публикации. Да? Опыт показывает, что такие запросы уже идут, да, и очень тщательно нужно отрабатывать и ключевые слова, и весь 6-й блок, если это касается. Да, и в целом, вы знаете, в краеведении все интересно, да, и запросы бывают достаточно разнообразные. Кстати, вот вспоминая Усть-Цивинскую ЦБС, когда вот я говорила, да, что 3,5 часа прошли буквально в холостую, да, до сих пор ошибки не исправлены, и вот так они и висят. Там были пропуски ведь таких материалов краеведческих, что я хочу напомнить, что после вас ведь никто газеты не просматривает. Это ведь вы несете ответственность, чтобы не только читатели Республики Коми, но и все пользователи. Это у нас онлайн-каталог, и запросы идут, и поиск ведется и из-за пределов Республики Коми информации краеведческого содержания. А там были пропуски, вообще записей на статьи, касающиеся, скажем, присвоения почетного звания «Народный» творческому коллективу, о педагоге и так далее, и так далее. Это же зона вашей ответственности. Мы ведь после вас не просматриваем эти газеты. И почему пропуски таких ценных материалов остаются под вопросом. Теперь то, что касается поступивших вопросов. Помните, я отправляла напоминание, что у нас состоится, да, наш вебинар. Поступили некоторые вопросы заранее, и я на них отвечу. Ну вот, скажем, стоит ли вопрос из Национальной детской библиотеки, куда, в какое поле стоит ли отнести коллеги из Национальной детской библиотеки? Поправьте, если что, по чату мне напишите. Вопрос просто я здесь не сформулировала, но по памяти уже говорю, да. Стоит ли заносить то, что изображены обложки книг, да, это ребята рисовали на основе прочитанных книг, да, на коми-языке, краеведческих книг, рисовали, принимали участие в конкурсе Национальной детской библиотеки, куда в какое поле занести победителей и куда в какое поле занести вот как точку доступа заглавия этих книг. Так вот, я тоже изучила этот материал, был опубликован в журнале «Бикинь». Конечно же, здесь сам предмет, да, это 6-й блок, сам предмет – это Национальная детская библиотека. Вот выделяем, да, здесь не данные книги, да, на основе которых рисовали дети, да, это детское творчество, а именно предмет – это Национальная детская библиотека. Точка доступа будет занесена в 601 поле. Конечно же, само название конкурса – это тоже 601 поле, да, только уже как временный коллектив. Ну и отражаем, ищем в 606 поле, есть ли у нас, да,
соответствующие, адекватные предметные рубрики тематические. При отсутствии переходим к 610-му. Здесь главное это, что это был библиотечный конкурс, значит, библиотечные конкурсы. Этот конкурс был направлен на популяризацию чтения, значит, как основное ключевое слово у нас будет популяризация чтения, и детские конкурсы. Вот и все, да, вот и все. Можно было бы, конечно, произвести поиск 606, может быть, там тоже что-то было бы еще, да, дополнительно. Вот, конечно же. Поэтому фамилии победителей мы не указываем. Вы в аннотации говорите, что приводятся имена победителей, да? Поэтому нет. Не надо перегружать, не надо загромождать ни словари, да, всех различных полей, да, словарные рубрики. И заглавия книг. Нет, это можно, знаете, это так углубиться можно, что ничего можно не успеть. Нет, конечно же, здесь о книгах этих ничего не говорится. Да? Если бы была рецензия на эти книги, конечно бы вы занесли бы. Да? И тем более, если это книги имеют автора, то используется, я напомню, не 601, не 605 поле, а 604. Книга, имеющая автора. Но это если рецензия, если бы это было опубликовано сочинение, школьное сочинение полностью, да, посвященное данной книге. А если просто упоминание, то здесь главный предмет вообще-то это конкурс, организованный Национальной детской библиотекой. Тут нужно уметь, да, определять главный предмет. Далее, вот в качестве примера, да, что мы можем использовать, насколько можем сократить и более точно сформулировать, да, и ключевые слова. Была публикация в газете «Республика», посвященная Центру медицины катастроф Республики Коми. С помощью, вернее, при реализации национального проекта здравоохранения у нас сейчас достаточно широко начали использоваться вертолеты, так называемая малая авиация, ну, использование санитарной авиации. Вот. И аннотация может быть вот, сформулирована следующим образом. О реализации территориальным центром медицины катастроф Республики Коми мероприятий по доставке больных в медицинские учреждения. Здесь уже не надо в аннотации писать медицинские учреждения Республики Коми, потому что Центр медицины катастроф Республики Коми, ну, понятно, что в принципе это и в республиканские, да, учреждения будет доставлять в первую очередь. Поэтому дублировать не надо. Медицинские учреждения с использованием санитарной авиации. Освещается значение национального проекта здравоохранения для развития данного направления. Здесь вы видите, что второе предложение появилось. Почему? Потому что запросы пошли по национальным проектам. А санитарная авиация сейчас широко у нас используется все шире и шире, только благодаря вот реализации данного проекта. Да? Данного проекта. Поэтому важно было, а мы же знаем, что шестой блок, да, он должен быть доказан в аннотации, в 330 поле. Поэтому здесь и второе предложение в аннотации появилось. Мы же не можем просто вот в 601 поле, да, связать авторитетную запись без этого проекта, да, если будет только первое предложение. Нам важно было. Вот 2 601 поля, 606 национальные проекты и 607 общее, да, географическая рубрика. 610 поле. Здесь достаточно вот этих 4 ключевых слов. Санитарная авиация, медицинская помощь, хотя медицинская помощь тоже такой узкий аспект, но тоже допустимо. Медицинская эвакуация и центры медицины катастроф. Мы видим, что точка доступа 601 есть, у нас есть уже авторитетная запись, но обобщенная в 610-м центре медицины катастроф, да, тоже необходимо.
Что здесь я хотела еще подчеркнуть? Конечно же, можно было еще углубиться. Можно было использовать в 606 поле еще медицинские учреждения, но там мало что говорится о больницах. Да? Тут главный-то предмет — санитарная авиация, национальный проект. Так, звук пропал. Все-таки главный предмет здесь — национальные проекты, да? Мы говорим санитарная эвакуация, санитарная авиация и медицинская эвакуация. Тут уже лишним было бы даже эвакуация больных, да? Потому что медицинская эвакуация уже, да, присутствует. Поэтому стараемся избегать, да, вот таких многократных повторений, многократных каких-то дополнительных синонимов, да. Все должно быть очень четко, точно и как можно более меньше. Вот. Были еще вопросы, скажем, персональные данные. Что делать, если я знаю, что наши коллеги уже расписывают и 80-е годы, и 90-е годы газеты, читателям все более и более становится доступным. Да, 80-е годы уже невозможно выявить, конечно, ни отчество. Вы знаете, что газетные публикации зачастую, да, вот эта сложность такая, если настоящие, ныне живущих у нас нет таких сложностей, да, если мы знаем их родственников, если они приходят к нам в библиотеку, и при возможности мы уточняем, то публикации за 80-е годы, да, конечно, вызывают сложность. Ну, что делать? Мы же не можем рекомендовать обращаться в архивы, в МВД и так далее, и так далее. Но если вот все сведения отработали, то, что есть в интернете, есть источники документальные в фонде библиотеки, ну, тогда остается незаполненным отчество, да. При выявлении уже потом просто вы отредактируете и добавите. Ну, а если нет, ну, это газетный материал, да, вот с этим приходится тоже считаться, что, да, что такое и тоже может быть, да. Был еще вопрос, да, авторитетная запись у нас в 607 поле, только есть не общее на Эжинский район, а только с тематическим подзаголовком «История». Но я напомню, что историей вообще принято считать отрезок времени за четверть века. Так рекомендовано специалистами, так в библиотечных и библиографирующих учреждениях используется. Вот если предшествующий период 25 лет, то тогда да, это уже считается историей. Но все-таки в географических рубриках желательно использовать без тематических подзаголовков, только общие рубрики. Поэтому на Ижинский район мы создадим, да, вот такую общую рубрику обязательно. Я постараюсь даже сама лично создать. Ну, а если вот касается пока, да, отрезка времени, там, скажем, это 80-е годы, и можно история, скажем, Сыктывкарского ЛПК, да, вот, то тогда, конечно, можно использовать вот это 607 поле, потому что это уже более 25 лет назад, да, прошло время. И это уже касается, скажем, публикация 80-го года, это уже касается истории. Но все-таки рекомендовано использовать без тематических подзаголовков, поэтому только общие рубрики. Но в данном случае допускается, если там, скажем, период, да, четверть века прошло уже. Ну а если начало 21 века, да, с 2000 года, пока 22 года, тут даже историки вам скажут, что это еще не история. А, Что делать, если интервьюер под псевдонимом? 200-е поле строго как указано в публикации, но для этого у нас есть 300-е поле, напомню, для пояснения читателю. Скажем, автор был Семен там Васильев, в долларе G вы поставите в квадратных скобочках, если
автор, вернее, журналист себя подписал как автором, да, а не интервьюером, конечно же, вы в квадратных скобочках напишите, что беседу вел за пределами, там, скажем, Ирина Петрова, беседу вела там Ирина Петрова, да, и вы знаете, что это псевдоним Ивановой, да, что она публикуется и под Ивановой, и под Петровой, и под Сидоровой и так далее, то в 300-м поле вы просто для пояснения читателю напишите Ирина Петрова, там псевдоним Е.С. Ивановой. Ну, это условно, да, как условный пример. Здесь я привела. Для этого есть 300-е поле. Примечание. А в 702-м уже принятая точка доступа, да, скажем, там будет у вас уже Иванова. Как заносить сведения о фотографе, если нет автора? При отсутствии первых сведений об ответственности, здесь я отвечаю, последующие сведения переходят в первые сведения. Да? Вот. С точкой доступа на фамилию, имя, отчество, конечно же, в 702-м поле, потому что это фотограф. А в 200-м поле, да, в первые сведения об ответственности, потому что нет автора. И тогда у вас выйдет правильно, да, на просмотре косая черта, да, фото Андрея Петрова. А точка доступа в 702, конечно же, несмотря на то, что в долларе F у вас будет в первых сведениях. Но это при отсутствии первых сведений, то есть сведений при отсутствии сведений об авторе, да, подчеркну. А вот, пожалуйста, у меня и презентация все. Разобрали, казалось бы, ну, надеюсь, разобрали 606 поле все-таки, да, что это все-таки предмет, что может быть предметом. Разобрали наиболее часто встречающиеся ошибки, да, ответы на ваши вопросы, которые поступили. Вот еще вижу, да, публикацию. Если в статье рассказывается о спектакле, то в каком поле указать название спектакля? Конечно же, 605, да, 605, никогда не 601. Радиопередачи, название фильмов, спектаклей, да, это 605 для этого есть. Тоже напомню, что, конечно же, да, используем инструкцию. Напомню, что на сайте Национальной библиотеки мы ведем рубрику «Библиографам», раздел «Коллегам», методические материалы, библиографам, инструкция. Там тоже, вот что касается спектаклей, да, фильмов, там это указано. Поэтому 605 поле, да, на точку доступа на спектакль. 606 поле. Да, заполнять, но не вручную. Да, не вручную. Вы ведете там поиск из авторитетной базы. Левой кнопкой мыши подводите, да, набираете сначала для того, чтобы произвести поиск, как обычно, да, как обычно вы используете 600 поле, ищите, да, из авторитетной базы. Тут аналогично. Проведете поиск, отсутствует, очистите, да, ни в коем случае не оставляете при отсутствии, да. То есть вы там связываете, да, не заполняете вручную это поле, а именно связываете с имеющейся авторитетной записью. И только при отсутствии вы переходите к 610 полю. Да, обязательно использование 606 поля при наличии адекватных рубрик тематических, с помощью которых можно раскрыть содержание документа. Это поступили вопросы прямо в чате, поэтому, коллеги, можете тоже, пока мы еще не завершили вебинар, можете тоже сформулировать. Я сразу отвечу. Так, пока вопросов нет. Напомню еще, коллеги, что у нас есть карта обратной связи. Тоже прошу обязательно заполнять карту обратной связи, потому что на основании этой карты мы готовим и следующие вебинары. Мне очень важно тоже и ваша оценка, на что я должна уделить еще внимание при планировании последующих вебинаров. Вот, поэтому, пожалуйста, не забывайте про карту обратной связи, ваши отзывы. Что еще необходимо? Ну вот вопросов пока нет. Пожалуйста, коллеги. Так, нужно ли в старых записях редактировать шестое поле? Нет, не нужно.
лучше уделите внимание качеству новых создаваемых записей и решению задачи в отражении в каталоге статей из периодических изданий за 2008 по настоящее время. Поэтому к старым записям пока не переходите. Но словарный контроль произведите. Вот я внимание уделила, да, на первых слайдах, когда делала разбор ошибок, сколько там ошибок, да, у вас через словарь выходит и по заглавию источника, да, и в ключевых словах. Через словарь это все видно. Конечно, да, вот еще вопрос. Сейчас прикрепляем ли к НЭП записи? Конечно же. Для этого 856 поле, да, все строго по инструкции. Если у кого есть проблемы к доступу в НЭП, да, левое верхнее поле программы, техническая поддержка, обязательно просим писать туда. Это техническая проблема, и она должна быть решена нашими программистами. Поэтому пишем туда, но прикрепляем при наличии в НЭП, конечно же. Потому что прикрепляем уже то, что залито в Национальную электронную библиотеку Республики Коми. Так. Спасибо за вопросы. Сегодня больше вопросов было, чем на первом вебинаре. Первый вебинар мы проводили в октябре. Да, сегодня очень активно. Да и активно готовились, то есть писали и в конце той недели, и вчера вот еще получила. Поэтому спасибо большое. Еще есть какие вопросы? Так. Я прошу прощения, я писала, что ориентировочно время у нас займет 30-35 минут, да? Заняло у нас час 20, дольше, поэтому буду учитывать, в следующий раз писать, что вполне возможно, да, с учетом вопросов, что займет времени больше. Так, название телеканалов, телепередач заносим в 605 поле, 605. Но телеканалы, если там работа телевизионного канала Комигор, а это коллектив, да, то тогда, конечно же, в коллектив. А если это просто как о телеканале, да, тогда 605 поле. Как, например, скажем, сайт такой-то, да, название сайта. Для этого у нас принято использование 605 поля. Тут точно так же, по аналогии. А если вот о коллективе телеканала, тогда 601 поле. Название телепередач тоже аналогично, скажем, диску, электронному ресурсу, сайту какому-нибудь. 605 поле. Презентацию вышлю по просьбе, поэтому можете выслать, можете сообщить либо в карте обратной связи, что необходима презентация, либо мне по электронной почте, либо каким-то иным способом, по телефону, скажем, то по просьбе презентацию вышлю обязательно. Мы всегда так делаем. Мгм. Да, сообщите. Я не знаю, вот чат мне этот не виден будет, когда вот я покину вот это место, где мы проводим вебинары, поэтому продублируйте, пожалуйста, в карте обратной связи, кому необходима презентация. Да, вижу. Тоже продублируйте, пожалуйста, в карте обратной связи, кому нужна презентация вебинара. Людмила Ивановна, вижу от вас, да. Мгм. Спасибо, Светлана Александровна. Да, тоже вижу. Вопросы еще? Мгм. Спасибо. Коллеги, завершаем? Да, завершаем. Мгм. Спасибо за обратную связь. Да, поэтому, мгм. Наверное, завершаем. Да? До свидания. Мгм.